Открывая еженедельное совещание, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил важные события, прошедшие в Ингушетии в отчетном периоде. Регион с рабочим визитом посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с участием глав субъектов СКФО, а также представителей федеральных органов исполнительной власти прошло совещание. Также в Ингушетии прошли праздничные концерты. Владимир Сластенин отметил, что все ответственные ведомства отработали оперативно. Нагрузка на все министерства, ведомства, МВД, Минспорт, Минкульт, практически всех можно отметить. И вчера поезд «Тыл», правда, тоже такое военно-патриотическое мероприятие, воспитательное для нашей молодежи, подрастающего поколения, что особенно важно. Прямая связь была участников ВСО оттуда, и здесь родственники были. Это увидели, поговорили с своими бойцами. Далее собравшиеся перешли к основным темам повестки. Первый вопрос – выборы президента России. До важного политического события в стране остается несколько дней. В Ингушетии готовы провести выборы на самом высоком организационном уровне. На всех избирательных участках проведена необходимая работа. Обходчики рассказывали жителям о способах голосования и нюансах предстоящих выборов. В республике около 70 тысяч домовладений. Члены комиссии буквально за эти 2 недели обошли, прямо работая с избирателями. И республика по общим показателям оказалась на 12-м месте, а по СКФО так вообще на 1-м месте по показателям работы этой. Это первое. Второе. Мы сейчас уже готовимся с МВД, проговорили вопросы передачи бюллетеней, вывоза их в территориальные комиссии и взятия под охрану соответствующих участков. Все эти вопросы, они во взаимодействии с силовиками, с Росгвардией, с МВД реализовываются. Следующий вопрос – отбор граждан на военную службу по контракту. Как выполняется задание, рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев. В этом месяце задание у нас на этот месяц 121 человек. Выше среднего процента за этот месяц, если брать, то выполняют задание это город Назрань, Назрановский район, город Сунжа и Джайранский район. Остальные ниже среднего показателя. По поручению главы Ингушетии традиционно в священный месяц Рамадан в республике будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, где представят продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. Об этом рассказал министр промышленности и цифрового развития Ингушетии. Ближайшие ярмарки 15-18 проведения выборов президента. Это 15-го у Аланских ворот, 16-го в Сурже и 17-го в Дядиковой Юрте. Далее каждую субботу проводится. Также прорабатывается вопрос освещения в СМИ с привлечением духовенства, недопустимости ценовых скачков на продукты и товары первой необходимой ассимиляции на продукты ближайшие. Также на совещании говорили о реализации национальных проектов, о заключении контрактов на строительство объектов республики и не только. Рина Сычоева, Султан Булгучев, Магаз 24.